Добрый вечер. В рамках нашего проекта существует рубрика «Несостоявшиеся события». То есть, действительно, событие, которое мы ждем, оно не состоялось, но, тем не менее, даже самим фактом своего отсутствия оно оказывает весомое общественное воздействие. Истоком нынешней рубрики служит событие месячной давности. 17 января отставка правительства, на которую пошел Владимир Уйба, и которую он объявил чуть ли не временным. Ну что ж, временное так временное, время пошло для сбора нового. Действующая редакция Конституции Республики предполагает, что глава для начала вносит кандидатуры на должности председателя правительства, его первого заместителя, министра финансов, а также постоянных представителей при президенте в Москве и в Северо-Западном федеральном округе в Петербурге. Первое в наступившем году заседание Государственного совета просто идеально ложилось в эту схему, поскольку было назначено на 17 февраля. Месяц — это действительно очень удачный срок для того, чтобы подобрать кадры и, так сказать, внести их на утверждение в Госсовет. Более того, вся логика происходящих политических процессов внутри и за стенами Госсовета как раз и подталкивает Владимира Уйбу для того, чтобы ускориться. В Госсовете зреет и ширится идея увеличить полномочия парламента в части дачи согласия на назначение новых руководителей правительства. Им хочется дополнить этот список всеми заместителями, а также должностью министра природных ресурсов, которая для нашей республики действительно имеет серьезное значение. Если они успевают внести эти изменения в Конституцию, на руках у главы повисают дополнительные кадровые путы. Торопитесь, Владимир Викторович, время идет. Тем более, что ждут-то этого не только депутаты. И не столько, наверное, депутаты, сколько вообще весь государственный аппарат. Чиновники как среднего, так даже и низшего звена. Потому что ничего хорошего от работы в условиях, когда твои руководители носят приставку ИО и в любую минуту могут слететь, не происходит. Работа элементарно стоит. Вы можете мне возразить. Но ведь есть событие, которое состоялось. Состоялось во вторник. Глава назначил заместителем председателя правительства Алексея Просужих, причем без всякой приставки ИО. Да, действительно, такое событие реально состоялось, но никто не знает, что оно значит. Потому что на должность заместителя назначен как раз профессиональный заместитель от самых своих, так сказать, трудовых корней. Вот давайте посмотрим на его биографию. Алексей Анатольевич Просужих, буквально с юных лет. Заместитель директора Жешевского фанерного комбината. Заместитель главы администрации Усть-Вымского района, заместитель министра культуры, заместитель руководителя агентства по туризму, заместитель министра промышленности, проректор, то есть тоже заместитель Ухтинского технического университета. И так 21 год. Все, вернее не все, конечно, а некоторые эксперты видят в нем будущего председателя, кандидатура которой будет внесена в Госсовет, потому что, дескать, он олицетворяет компромисс, который достигается в этом случае между главным варягом, может быть, будущими приглашаемыми варягами и, так сказать, местными элитами. Но я в связи с этим должен вспомнить свой личный опыт общения с главой, который был всего 2 раза и который парадоксальным образом был на одну и ту же тему. Первый раз в день его инаугурации, 23 сентября позапрошлого года, когда я его спросил, а когда же будет сформировано правительство, то самое еще первое, и он ответил: через 2 недели, хотя оно было сформировано только 6 ноября, но тогда, по крайней мере, срок был выдержан. И буквально вчера, в четверг, в то самое 17 февраля, в том самом в Госсовете. Вопрос мой был краток, он касался всего лишь председателя, и в ответ я услышал следующее: что, когда председатель? Вот председатель, ответил мне Владимир Викторович. Ну что ж, село Мутный Материк шлет свой горячий привет и просит не забывать его при формировании нового состава правительства. Всего вам доброго.